хотели достичь они, будучи на этой срединной земле, в срединном мире? Для этого они проводили здесь обряды. Эти обряды обычно делали таким образом. Вырезались на палочках алгысы рунами. И руна сжигалась. А потом уходили туда, мы там покажем, там есть. Там есть такой рисунок. Это вот рисунок, это вот сах тамара. Вот сама рога, и вот здесь джагайда. На кстати говорим, джагайда. И вот это самое вот. Здесь пожелания выполняют, когда вот этот обряд делают. Поэтому, вот, Андрей Иванович, покажи, пожалуйста. Вот это рисунок, он появился где-то вот первый век до нашей эры. Это уже те люди, которые возвратились с великих степей на свою родину, на родину первопредков. И тут мы видим, что они в совершенстве овладели руническим письмом. Тут значений очень много. И система верований сложилась уже как очень четкая система, религиозная система. Это видно тоже на этом рисунке. Это вот люди говорят, это шаман. Но это да, с одной стороны это шаман, а если вот так посмотрим, это как будто рога. Рога оленя и несут солнце. По поверьям древних, вот как Андрей Иванович рассказывал, Заполярье солнце приносило оленей. После полярной зимы солнце появлялось, и в это время как раз олени стада приходили в тундру. Поэтому у них сложилось, вот олень носит солнце. А всегда солнце они сравнивали, ставили вровень с Тангара, с Богом. Вот поэтому. И тут мы видим, тут у них уже сложилось, очень четко сложилось представление о триедином трехсоставном мире. Мы видим в трех кругах. Вот нижний мир чуть подальше стоит, средний и верхний. И нарисован вот так с наклоном. И есть 9 черточек. Это 9 громокипящих небес в тенгрианстве. И в то же время это означает 9 уровней духовного развития человека. Потом обратите внимание, там первая черточка и последняя черточка, 9, они нарисованы более таким светлой краской. Это означает до рождения в утробе матери и после смерти. Вот. А если взять вот руны, да, вот у шамана почему-то вот по 3 пальца. Это на самом деле это означает, руна читается как ичи, то есть дух. Тут 2 ичи, 2 руны, означает дух реки и дух этой местности. А вот эта шапка нарисована вот так вот, как буква Л, это на самом деле руна джага. Это воля Творца. А посередине точка вместо лица. Если взять вот так, то эта руна означает поддержи. Или мы можем прочитать это следующим образом. Вот Сах Тангара, приказом свыше поддержи меня и поддержи. Сделай так, чтобы меня поддержали дух реки и дух земли. Это руническое и иероглифическое, магическое значение этого рисунка. Так, сейчас мы вам предлагаем совершить тот же древний обряд. Для этого мы подготовили свечи. Мы палочки вырезать не стали. Мы написали здесь тоже алгысы на якутском языке. Только написаны они рунами. Нужно загадать самое сокровенное свое желание, поджечь и оставить так. А потом пойти туда и прикоснуться к этим святым камням. Вот Сах Тангара. Также вы можете на память об этом, чтобы вы причастились к святым местам, можете приобрести вот такой вот камень. Здесь написано Тангара, Тангара, да. То есть приверженец
Священной Вселенной. Здесь вот есть аннотация. Так что вы сейчас же можете приступить. Эти также вот они стоят 150 рублей. Пожалуйста. А там разные разницы? Разница есть, но здесь, значит, написано еще вот на каждой свечке написано Иль Йосианта. Это вот те руны, которые есть на всех старинных.